Доброе утро. Еле встал. Время 10 доходит. Соплею вообще, всю ночь соплею. И сейчас стоит. Насморк. Надо собираться, отправляться. Сейчас чайбанского чуть-чуть попробую. Листочка. Никогда не пробовал. Ну, такой терпкий вкус черного чая. Концентрированный. А так вообще чай в принципе не напоминает. Нужно обрабатывать его. Вот сорвал эту вещь, как она называется, даже не знаю, с дерева. Вон. Вроде такая ничего, как огурец почти. Надеюсь, не ядовитая. Такое молочко течет. И вон семена. Прикольно. Вот идет один перевальчик. Красота отсюда открывается. Xin chào. Xin chào. Красавчики. Вот и перевал. Сфоткался здесь. Сколько высота, я так и не могу понять. Красота здесь большая. Ну вот тут серия фоток тут была. Высота 376 метров всего лишь. А столько ехал, казалось, как будто тут уже под километр. Маленькая это 376. После Таджикистана это вообще детские горки. Дорога пока вообще отличная. Сейчас пошел спуск до Фаена 30 километров, до города ближайшего. Мотоциклы воняют здесь очень дымят. В Китае такого не было. Здесь вообще все машины дымят. Неважно, подъем, равнина. Жалко, у меня нет экшн камеры. Приходится так снимать. Вообще приходится не снимать. Нет, собак во Вьетнаме любят. То, что их кушают, не значит, что их здесь всех съедают. Они любят их, засранцев таких. Любят их полностью. Во всех смыслах. Наслаждаюсь тишиной. Тишиной вьетнамской деревни горной. Улыбчивые люди попадаются.
вообще очень много здесь улыбчивых людей. Синьчао! Очень здорово. После Китая это просто раем, кажется. Открытые, улыбчивые люди. Я такого с Таджикистана, наверное, не видел. Прекрасно. Не хочется даже уезжать отсюда. Поставить палатку, но мне, блин, опять время поджимает. Когда же сделают открытое безвизовое посещение всех стран? Когда же люди одумаются? Нет, надо держать всех в неведении, чтобы все были тупыми, шли на войны, убивали друг друга. Не развивались никак. О, динозавр маленький. Ну скажи что-нибудь, малыш. Капец, у них тут целые группы. Синьтяо! Едут в горы, молодцы вьетнамцы сами. Чуть-чуть осталось до города ближайшего. Городочка. О, стадо динозавров идут. Синьтяо! Динозавры. О, малышки. Укутали малышей, чтоб не мокли. Давай, давай, малыш, тяни. Тяни, тяни. Видишь, я тяну. Тяни тоже. Ну вот, спускаюсь в долину. Город находится там. Это одна из достопримечательностей Вьетнама, насколько я понял. Сидел в забегаловке, покушал чуть-чуть, опился чая, наверное, термоса 3 выпил. Чувствую, надо мне отлежаться немножко, состояние немножко такое коматозное. Сейчас проеду еще немножко, посмотрю места, найду место и залягу. Надо полежать, не могу. Фух. Сейчас ищу место, где палатку поставить. Что-то тут надо вброд перейти. Проехать будет. Что-то только не видно, вода мутная. Как-то очково немножко. Неохота здесь на камни упасть. Подскользнуться. Ну вот, проехал этот бродик, нормально. Как-то всегда страшно заезжать, хотя он маленький-то вообще. И вот мне говорят, зачем тебе типа полусликовые покрышки? Типа ты только по трассе же ездишь. Трасса бывает разная, ребята. Бывает плохой асфальт. Я, конечно, здесь бы и на слике бы проехал без проблем. Но все-таки надо с полусликом чувствуешь себя более увереннее. На шоссейке вот по такой дороге вообще будет тяжело. Она цеплять просто не будет. Тем более разницы-то особо нет, слик или полуслик. Зубчики-то все равно не касаются асфальта. Все, теперь на ночевку вставать. Девочка меня увидела, в такой обход пошла.
Правильно, а то мало ли, может, я какой маньяк из России приехал. Да тут новости почитаешь. Одни педофилы, зоофилы. Я уж сам боюсь приезжать в Россию. Вот, ставлю палаточку. Здесь я ставлю палатку недалеко от людей. То есть, в принципе, не шкерюсь по лесам, не прячусь, как это было в Китае. Здесь люди открытые, понимающие. Вот в Китае я реально боялся. Ну, не боялся, просто я лучше подальше от глаз в какой-нибудь там в бамбуковый лес поставлю, рядом с могилками. Потому что могилки у них прям рядом. Не где-то выделенное кладбище. Прям во дворе, на заднем дворе. Там лежишь, ну ничего. Надо же как-то спать. А здесь без проблем. Здесь люди понимающие, открытой душой. Мне очень нравится здесь. Такие виды прекрасные. Изумительно просто. Просто потрясающе. Речка журчит рядом. Удочки у меня нет. Мне все говорят, удочку давай приобрети. Да что я удочку буду возить? Сидеть рыбу. У меня сил уже нет. Конечно, можно закинуть поплавок там. С утра проснулся, а вдруг там рыба. Да пускай рыба живет. Я все-таки пока не на обитаемом острове. Нормально. Хорошо болеть вот так вот, хворать на природе, с чайком, с какой-нибудь новой вкусняшкой, которую здесь очень много вьетнамцев любят, сладкое, видимо. С прекрасными видами. Это не сидеть в какой-нибудь пыльной хате. Вот там точно кони двинешь. Педали откинешь, точнее в моем случае. С любимой книгой. Сейчас, кстати, я читаю в электронном все виде. Книги на русском языке здесь не найдешь. Да в электронном интереснее. В принципе, зарядкой сейчас проблем нет. Если есть солнце, солнечной этой своей панелькой я заряжаю. Солнце здесь высоко заходит, поэтому без проблем. Читаю сейчас в основном научную литературу. Сейчас вот Гумилева начал читать. Этнологию. А так всякие по географии книжки. Художественную я пока начитался немножко. Надо научные почитать. Хорошие научные. Все, теперь спать, отдыхать, отлеживаться. Надеюсь, завтра уже более бодрячковым буду.